Кюйтендакские горы расположены на юге-востоке Туркменистана и являются одной ветвью гряды Гиссар, огромных Памирских гор. Об этих горах было создано немало легенд. Гордостью этих гор является горная вершина Айры-Бава. В народе эти места считаются святыми. Это самая высокая точка горной гряды Туркменистана. Она расположена на высоте 3137 метров над уровнем моря. Снег в этих местах в некоторых случаях сохраняется до наступления весны. Подножье этих гор украшено разноцветными песчаными камнями и глиной. В некоторых местах камни красного цвета расположены очень близко к Кюйтендагу. Здесь, у западного склона Кюйтендага, 11 июля 1986 года был создан государственный Кюйтендагский заповедник. Площадь заповедника составляет 27 139 гектаров. Основной целью создания этого заповедника является сохранение удивительной природы Кюйтендага и прилегающей к ней территории, разработка научной основы восстановления экосистемы местности. Также это было связано с сохранением горного козла, внесенного в Красную книгу Туркменистана из-за крайней редкости. Весной на горах Кюйтендага бурно произрастают многочисленные цветы. Однако в этот период не все места горного пейзажа бывают окутаны зеленой травой. Пока на вершинах гор лежит снег, растения, произрастающие здесь, только начинают оживать, а подножье гор покрывается разноцветными цветами. В составе заповедника есть 4 заказника общей площадью 95 тысяч гектаров. Мы путешествуем по удивительным местам Кюйтендагского заповедника. Общая площадь заказника Ходжапиль составляет 31,6 тысяч гектар, которая не входит в территорию заповедника. Здесь хранятся следы динозавров, исчезнувших с лица Земли 150 миллионов лет тому назад, которые ведут к пещере Кыргыз. Эта местность считается священной. Не доходя до пещеры Кыргыз, они проходили несколько километров пути по направлению водной реки Ущелья. Будет уместным отметить, что это ущелье бывает полноводным зимой, а не весной. А летом эти речки высыхают. И зимой красота этой местности не уступает ее весенней красоте. Еще удивительно то, что вода речки течет не как обычные горные речки из ущелья, а наоборот, вода течет назад в сторону пещеры. В
конце этой огромной прекрасной пещеры расположено место под названием Кыргыз. Во все времена года любители природы и туристы приезжают сюда, чтобы напиться воды из речки, которую считают священной. Почва способствует образованию гор, но после появления гор она начинает разрушаться. Кроме этого, вода способствует разрушению горной породы. В облаках накапливается тысячи тонн воды. Эта вода в виде осадков, дождей и снега не спадает на землю, создавая слякоть и бурные силевые потоки. Этот сильнейший поток воды образует ущелье. Русло этой реки образовало Умбарское ущелье, высота скалы которой составляет около 27 метров. И, наверное, самым красивым ущельем является ущелье Дарай, глубина которой составляет около 600 метров. И неспроста, что это ущелье называется ущельем всех ущелий. Здесь произрастает грецкий орех, заравшанский можжевельник, дикий виноград. В течение года эти деревья успешно произрастают. Горные козлы этой местности спускаются с гор для того, чтобы напиться воды и найти себе пропитание. Они с ловкостью и осторожностью кошки взбираются на деревья для того, чтобы полакомиться листьями деревьев. Вдоль дороги, направляющейся к селу Ходжапиль, на постаменте высится большой камень.
у этого камня есть своя история. В давние времена, а точнее между 1882 и 1917 годом, жил пальван по имени Худайберды Мишап. Его в этом краю никто не мог победить в поединке. С ним бороться всегда приходили борцы слабее его. Тогда пальван поднял огромный камень весом в 484 килограмма, пронес его на несколько метров и поставил на землю и сказал: «Тот, кто сумеет поднять этот камень, будет моим соперником». И с тех пор не нашлось человека, который смог бы поднять этот камень. До сих пор этот камень ждет того, кто его сможет поднять. Наверное, одним из самых охраняемых мест заказника Гарлык являются карстровые пещеры, известные своей красотой всему миру. Мир пещер вызывает пристальный интерес не только исследователей, но и просто любознательных людей своими тайнами и сложным строением. Альпинисты клуба «Агама» регулярно приходят на эти горы и пещеры. Ребята и ранее несколько раз посещали Гарлыкские пещеры, проходили десятки километров в подземелье. Но в промежуточной пещере до сих пор никто не был, даже никто не сфотографировал ее. Нелегок путь, который должен быть преодолен. Пройдя через огромные препятствия по глубокому ущелью, нужно преодолеть путь около километра. Этот узкий проход подземелья для ребят стал огромным притягательным животным, и казалось, что они вошли в его огромную пасть. В этом состоянии мы стали чувствовать себя плохо. Неизвестность завораживает и вдохновляет. Мы, пройдя через узкий проход, вошли в маленькую комнату. Она не отличалась ничем. Ребята продолжили дорогу. И если увлечься волшебной красотой пещеры, то можно легко заблудиться среди этих огромных поворотов. Но в нашей группе есть специалисты, которые могут определить направление в безвыходной ситуации. Поэтому ребята спокойны, они доверяют им. Они в надежде увидеть удивительное явление природы шли вперед. Но вид внутри пещеры был одинаков. Все вокруг было покрыто тонкими пластами гипса и кальция. Мы были окружены камнями, формы которых были нам еле видны. В пещере лежали круглые камни, выпавшие сверху. Как говорят ребята, это образование пещеры Гарлык. Они не были такими красивыми, как пещеры Гульщерин и Каптогон. Подготовка молодежи к навыкам альпинизма открывает возможность для занятий горным спортом. Давайте вернемся в те февральские дни, когда альпинисты начали восхождение на вершину Айры-Бава. Основная их задача – установление государственного флага Туркменистана на самой высокой возвышенности страны. Спортсмены, взяв с собой рюкзаки, начали покорять возвышенность Айры-Бава.
Чем выше поднимались, тем холоднее становилась погода. Сухая земля поменялась местом со снежным покровом. Наш груз становился все тяжелее. Для того, чтобы пройтись по высокому снежному покрову, мы надели на ноги вот такие принадлежности. С одной стороны, чем быть первопроходцем в снегу, достигающим пояса, легче идти сзади по проторенной дорожке. Но эта принадлежность под силу только хорошо подготовленному спортсмену. Наша группа растянулась на 1 километр. В таком походе впереди идут только подготовленные люди. Среди альпинистов есть такой закон: кто первым дойдет до стоянки, должен зажечь огонь и приготовить чай. Таким образом, после трудного восхождения спортсменов, идущих сзади, ждет горячий сладкий чай. На высоте более чем 200 метров ходить по толстому слою снега становится все трудней. Очень холодно, несмотря на то, что светит солнце. После 6-часового похода спортсмены пришли на стоянку. Рано утром погода не обрадовала спортсменов. Все шел снег, который начался вчера вечером. Термометр показывает 10 градусов мороза. Ребята сидели около огня, растаивали снег, кипятили воду. Этот день был для них важным днем. Они должны были подготовиться к основному походу. Все должны были освоить тропу, ведущую к подножью вершины Айры-Бава. Вместе с тем должны были проверить готовность к сложному пути. Чтобы на завтрашний день было легко ходить, нужно было протоптать рассыпающийся снег. На завтра был ясный и погожий день. Пока за горами не было видно солнца, альпинисты начали поход в сторону горы Айры-Бава. Альпинисты, не торопясь друг за другом, начали поход. Нужно правильно распределить свои силы. Точнее, они должны были преодолеть 4-часовой путь по откосному склону.
отдохнув, продолжили свой путь. Иногда утихающий, иногда усиливающийся ветер бил по лицу. От холода слезились глаза, очки берегли только от белого цвета снега. Ребята прошли уже 1/4 пути, но несмотря на то, что горы Айрыбава оказались близко, до его пика было еще очень далеко. На вершинах горных склонов погода быстро меняется. Примерно минуту тому назад светило солнце. Уже начал идти снег. Температура воздуха резко понизилась, на 20 градусов опустилась ниже. Ходить стало еще трудней. Белый снег, покрывавший землю, ухудшал видимость. Стали мерзнуть от холода пальцы ног. Для того, чтобы прогреть пальцы, мы приводили их в движение. Вот альпинисты поднялись на самую высокую точку Туркменистана, на высоту 3 километров 137 метров над уровнем моря. Никто из ребят не вышел из дистанции. Все они выполнили поставленную перед ними задачу, успешно прошли через испытания на надежность и выносливость. Теперь спортсмены готовы покорить еще более высокие точки. Конечно же, среди них есть опытные альпинисты. Они обладали богатым опытом восхождения на Памир и Кавказские горы. Многие годы они делились своим опытом с молодежью, вместе с тем воспитывали в них чувство любви к родине, мужества. Они выполнили поставленную перед собой задачу, подняли государственный флаг Туркменистана на самую высокую точку страны, совершив увлекательное путешествие по Куйтендакскому заповеднику. Многие уголки заповедника являются природными памятниками государственного, регионального и всемирного значения. Охрана этих мест является одной из главных задач туркменского государства.